В Воркуте тоже активно готовятся к празднованию 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Заполярные юноармейцы в компании кадетов и членов военно-патриотических кружков города приняли участие в предпраздничном квесте «Эстафета памяти». Прошел он на базе местной воинской части. Для ребят подготовили 4 станции с различными заданиями. Кто справился с ними лучше остальных, знает Евгений Кладкевич. Дружно, нога в ногу, свой первый марш проходят юноармейцы 39-й Воркутинской школы. Присяга, а после вручения специальных значков и удостоверений. Класс военно-патриотического движения в Заполярье появился в конце апреля. Форму юноармейцев надели сразу 22 ученика. И сразу на станции проходить квест. Знание истории и географии своей родины, ее народа, героев и, конечно, бережное отношение к месту, в котором живешь. К исполнению главных задач готов каждый член новоиспеченного отряда. На сегодняшний день очень актуально, потому что наша молодежь должна знать историю наших дедов, прошлое. Этому, чтобы приучить это совместно с космическими войсками, совместный проект. Ребятам предварительно мы разговаривали, это очень интересно. Они занимаются строевым, они общаются, как служат в частях наши ребята. И таких юных патриотов в Воркуте почти 300 человек. Первый юноармейский класс появился здесь в 2018-м. Сейчас же движение развивается в каждом образовательном учреждении Заполярья. В отряды принимают учеников, начиная с 5 класса. 2 раза в неделю во внеурочное время юноармейцы посещают уроки патриотизма, истории России и военной подготовки, где их учат обращаться с оружием и осваивать строевую подготовку. Это я считаю, что возвращаемся к орлятам. И это правильно. Главное, они самостоятельно начнут принимать решения. Вот такие вот движения, потому что они будут общаться с военнослужащими, они ходят в форме. Это их дисциплинирует. Однозначно это их дисциплинирует, и они будут какой-то нести груз ответственности. Квест «Эстафета памяти» в преддверии Великой Победы проходит на базе местной войсковой части. Участвуют не только юноармейцы, с ними состязаются и кадеты с членами военно-патриотических клубов города. Всего 4 команды по 10 человек. На станциях они отрабатывают не только строевые приемы, но сборку и разборку оружия. А еще отвечают на вопросы викторины по военным песням и фильмам. В конце участников ждет вкусный бонус – солдатский чай с выпечкой и мастер-класс по приготовлению горячего питания из сухпайка в полевых условиях. Даже в мирное время этот навык лишним не будет. Евгения Кладкевич, телеканал Юрган.